Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Alive. И нашу традицию Адвент Таро календарь мы переносим на этот канал. Но, тем не менее, все мои зрители отлично знают, что у меня 3 канала. И это значит, что могут смотреть Адвент расклады именно здесь, на Alive. Итак, открываем с вами 5 декабря. 5 декабря. И посмотрим, какой расклад у нас сегодня. Я даже устраивала голосование в Telegram, чтобы люди могли угадать, какой расклад будет 5 декабря. И это расклад про личные границы. Как вы можете защитить свои личные границы или установить свои личные границы? Первый вопрос, что вы сейчас чувствуете? Второй вопрос, какие границы важны для вас прямо сейчас? Третий, как вы можете установить границы? Четвертый, как вы можете уважать других? И пятый, как вам сохранить собственные границы? То есть вот в этом вся суть. И мы сейчас вот этот расклад с вами будем делать, да? На 5 карт. Итак, я вот так его оставляю себе, чтобы мне было видно вопросы. Убираю сюда в сторону. Вот. И сейчас мы с вами будем гадать на Таро Луны и звезд. Такая интересная колода. Я думаю, что все вы ее помните. Вот. Мы сделаем вот эти вот с вами 3 позиции, значит, да? 3 позиции. Итак, открываю колоду. Достаю оттуда книгу. Такая книга здесь вот интересная, видите, цветная, вся такая красивая. И карты. Карты очень вот эти красивые, особенно рубашка мне нравится у них. Пишите свое мнение об этих картах. Итак, я сейчас буду карты перемешивать, а вы тем временем подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, поставьте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. И не забудьте после просмотра написать комментарий. Перемешиваем карты. И сначала сдвинем 3 раза, чтобы получить послание высших сил для тех хороших зрителей, которые смотрят видео с самого начала и до самого конца. Итак, сдвигаем. 1, 2 и 3. Послание высших сил – это рыцарь жезлов. Вы знаете, эта карта, она замечательная. Она часто говорит о том, что человек может отправиться в путешествие неожиданно для себя, но это путешествие обязательно будет очень хорошим. И также она говорит о том, что к вам могут приехать гости. Еще она говорит о различных посылках, доставках, может быть, подвижной работе и о том, что жизнь сейчас завертится, да, то есть жизнь будет очень активной у вас. И я считаю, что это замечательно, что жизнь будет активной, да, что вы наконец-то будете двигаться вперед и добиваться своих целей, несмотря ни на что. То есть высшие силы вас благословили на жизненную активность и созидание. Итак, выкладываем 3 позиции, 3 карты. 1, 2. Первая карта означает, что вы сейчас чувствуете. Вы как раз по ней можете ориентироваться, выбрать правильную позицию. Выкладываем камушки. Первая – это у нас авантюрин. Вторая – это у нас лазурит. Третья – это розовый кварц. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Сегодня защищаем личные границы. Вот такое у нас гадание онлайн на Таро. Отстаиваем даже, да, я бы сказала, отстаиваем личные границы, да. Первый камень у нас авантюрин. И первая карта ваше самочувствие, да, или, ну, нет, не самочувствие, скорее, что вы чувствуете сейчас. И, как вы видите, это 9 пентаклей, и на ней даже написано «комфорт». То есть вы сейчас в жизни ощущаете все-таки стабильность и комфорт. Вы себя ощущаете вполне нормально. И более того,
по девятке пентаклей вы привлекаете сейчас энергию изобилия в свою жизнь. Карта цельная, карта хорошая, но карта с программами одиночества. Вы знаете, по этой карте человек может очень строго действительно отслеживать свое окружение. Он может никем себя не окружать, лишь бы его это устраивало, лишь бы никто его не разочаровывал. То есть он буквально ограничивается потому, что ему хочется духовно развиваться, что ему хочется поднимать свой уровень. И он может, допустим, брать, да, вот, и создавать новое окружение в будущем именно согласно своему духовному развитию. То есть тщательно выбирать людей, которые будут рядом с ним. Сейчас вы можете ощущать себя комфортно, но несколько отделенным от других людей и развивающимся человеком. Однако девятка пентаклей в жизни всего добивалась сама. И, соответственно, шишек набила, это девятка, да, и знает точно, то есть на самом деле знает, как выставлять свои личные границы. Может быть, у вас есть какие-то проблемы, но они не слишком большие. На самом деле вы подсознательно точно знаете, как выставлять границы. То есть все равно это в вас есть, как ни крути. Хорошо. Значит, вы себя чувствуете комфортно. Давайте посмотрим, какие границы важны для вас прямо сейчас. То есть, что для вас наиболее важно в плане личных границ. Колесница, прогресс. Самое важное для вас – это то, чтобы никто не мешал вашему прогрессу. То есть вы активно развивающаяся личность, как я выше сказала, и вы призваны сейчас достигать своих целей, быть счастливым человеком. Ничего для этого не пожалеете, скорее всего. И, соответственно, вам очень важно, чтобы никто не мешал вашему развитию. Также, чтобы никто не мешал вам передвигаться, перемещаться, быть там, где вы хотите, территориально именно. И вот получается, что, знаете, бывает такое, что там не можешь визу открыть, допустим, если вот согласно колеснице. Вот. Это тоже нарушение ваших личных границ. Вы же свободный человек, куда хочу, туда и еду, да? А вот когда, допустим, не открывают там, да, какие-то визы, документы не готовят, какие-то проволочки есть, у кого-то там с разводами, с детьми, с мужьями, с женами, там, допустим, вам нужно уехать с ребенком, а бывший муж не дает разрешения ребенку на выезд. Ну вот представим эту ситуацию. А вам нужно свободно передвигаться, только как вы хотите. Или вы ездили на машине, а раз что-то случилось, вас оштрафовали и на время отобрали права. Вот это похоже на то. То есть вам очень важны эти границы, да, личные, чтобы вы могли быть свободными в передвижении, но, возможно, с этим какая-то проблема, поэтому вам это так важно. То есть обычно человеку важно то, с чем у нас есть какая-то проволочка. И вы бы хотели быть свободным человеком, который передвигается туда, куда он вот действительно хочет, в любую точку земного шара. И то же самое вы хотите быть человеком, который действительно может достигнуть любых своих целей, развиваться как он хочет, прогрессировать как он хочет. И чтобы никто ему в этом, главное, не мешал. То есть вот у вас прям обостренные чувства вот в этом плане. Хотя чувствуете вы себя вполне комфортно. Особенно, может быть, даже и в материальном плане. Потому что вы сейчас привлекаете деньги. Вот натурально берете и привлекаете к себе. Вы сейчас денежный магнит. Понимаете? Хорошо, как вы можете установить важные для вас границы? Как вы можете установить важные для вас границы? Ага, 7 пентаклей. Но вы знаете, 7 пентаклей – это карта умеющего ждать человека. То есть как вы можете установить важные для себя границы? Это их только можно взращивать, то есть это постепенно происходит. День за днем, как говорится, час за часом, вот понимаете? И получается, что сеешь сначала семя, оно потом сходит, да, ты за ним ухаживаешь. И, соответственно, 7 пентаклей – это карта, показывающая, что вам нужно чего-то подождать, чтобы важные
для вас границы были установлены, чтобы вы чувствовали себя свободным человеком, да, которому не мешают ни прогрессировать, ни перемещаться. То есть вам на это нужно немного времени. Чего-то нужно подождать. Может, там, не знаю, оформление документов, например. Или покупки автомобиля, или еще чего-нибудь. То есть проблема у вас не в общении с людьми вообще, в принципе. Ваша проблема немножко другая. На вас как будто бы давит внешняя действительность, окружающая обстановка. И не более того. Вы себя ощущаете именно во внешней действительности не очень комфортно. А во внутреннем мире, да, и в жизни, и в общении с людьми, в принципе, все нормально. Скорее, вы человек не очень окружающий себя людьми, но чувствуете себя при этом комфортно. И когда вам нужно будет окружение, я думаю, что вы его найдете, как говорится. Вот и все. То есть в этом весь смысл здесь, понимаете? Именно в этом, и ни в чем другом. То есть на вас давит какая-то ситуация, которая произошла во внешнем мире, и вовсе не в друзьях, там, в личной жизни, там, где муж, там, жена или любимый человек. Хорошо. Как вы можете уважать других? Ага, туз мечей, понимание. Проявить к ним полное участие и понимание, то есть выслушать. Вот как вы можете уважать других? Уметь на них посмотреть даже, я бы сказала. Понять, выслушать и посмотреть на них молча. Понять, что вы все части одной вселенной, части одной цепи. И, соответственно, когда ты понимаешь, что все люди одинаково связаны между собой паутиной этого мира, то, соответственно, можешь понять любого. То есть просто нужно понимание, его нужно включить. А раз у вас высокий уровень духовного развития, и вы еще трансформируетесь, и вы еще развиваетесь в такой, кстати, спокойной обстановке, в спокойном темпе, то есть как вам надо. И при этом я думаю, что вы уже начинаете понимать людей. То есть вы можете теперь со временем выстраивать любые контакты, даже с теми, кто, как вам кажется, увлекается не тем, чем вы, или не того духовного развития, да. То есть это в начале пути, когда человек развивается духовно, ему кажется, найду себе единомышленников. Когда он развился духовно и дошел до определенной точки, он может пообщаться хоть с кем. С тупым человеком, как он раньше говорил, тупой этот человек. Не тупой на самом деле, да. Это ведь как посмотреть. С невоспитанным человеком может пообщаться легко. Может пообщаться с маленьким ребенком, со стариком, с работягой, я не знаю. С продавцом в магазине, с уборщиком, с кем угодно. Это всегда признак очень высокого духовного развития. Откуда он идет? От понимания он идет, этот признак, да? То есть человек начинает всех понимать, всех одинаково. Даже если человек пьяница, вы его поймете. Если человек, не знаю, отброс, как все его называют, общество, а вы его поймете. У него какая-то травма, а вы его все равно поймете. Понимаете, туз мечей, да? Вы можете уважать других только вообще всех. Если постараетесь и дойдете до нужного уровня, и все. Хорошо. Как вам сохранить собственные ограничения, границы на какой-то срок? То есть, представим, что вы зафиксировали, что у вас все хорошо с границами, да? Что вы можете быть свободным, перемещаться, развиваться, прогрессировать, как вы хотите. Как вам это сохранить? Звезда. Что могу сказать? Во-первых, это вера. Звезда – это вера в высшие силы, в Бога, во Вселенную, в то, что это все действительно вокруг вас есть, и что оно живет, что все живое вокруг. Дальше, значит, звезда – это быть на расстоянии от того места, где вы сейчас находитесь. То есть, возможно, для того, чтобы чувствовать себя более свободным человеком, вам нужно куда-то переехать. Также вам нужно, чтобы вас посещало вдохновение. То есть звезда – это всегда искусство, это всегда интуиция хорошая, это воображение. И, соответственно, если вас будет постоянно посещать вдохновение, то вы сохраните любые собственные границы и сможете сделать так, чтобы быть именно человеком свободным, на кого никто бы не влиял.
То есть это нужна самодисциплина и в то же время быть в определенном месте, в определенное время и быть одаренным духовным человеком с вдохновением, да, который бы чего-то в жизни добивался и развивался, вот, показывая другим свой внутренний мир. Вот такой вот ответ у нас по первой позиции. Знаки карт давайте посмотрим. Я здесь вижу хорошие карты денежные, которые говорят о том, что у вас скоро в жизни будет денежный прорыв и улучшение. Вы сейчас явно привлекаете энергию изобилия. Колесница со звездой показывает, что, возможно, вас ждет путешествие или переезд. А туз мечей, скорее всего, вы узнаете какую-то правду и действительно что-то поймете. Вот такой ответ дали карты по первой позиции. А мы идем дальше, к позиции номер 2. Ваши личные границы. Такое у нас гадание онлайн сегодня по адвент-календарю. Камень у нас с вами лазурит, такой красивый. И первая карта, что вы чувствуете сейчас в жизни, как вы ощущаете себя, да? Стабильность. Вы чувствуете стабильность, вы королева пентаклей. Неплохая, кстати, карта, вот вообще замечательная. Она говорит о том, что вы как-то немножко оседло живете, то есть в определенном, доме, ритме жизни. Семья, может быть, постоянные обязанности, забота о ком-то. Но вы чувствуете себя довольно стабильно и процветающе. И как будто бы твердо стоите ногами на земле. Я бы сказала, вот первая позиция была комфортно себя человек ощущает, да? А здесь именно стабильно, то есть одинаково. Стабильность – это каждый день одинаково. И вы себя чувствуете каждый день одинаково в своей коробушечке. Вот как будто бы у вас есть определенный мир, определенный круг общения, ваша семья, ваш дом, ваши друзья, может быть, и все. Вы не выходите на новые контакты. То есть совершенно, вы живете просто одинаково. Это вас может совершенно устраивать, и ничего в этом такого нет. А может не совсем устраивать, и вы начинаете ощущать себя в будущем немножко потерянным человеком, потому что не хватает разнообразия, да? И давайте теперь тогда посмотрим. Вот вы домашний человек, который заботится о многих, который чувствует себя стабильно. А нарушает ли кто-то ваши границы? Муж, жена, дети, может быть, друзья те же самые лезут. Знаете, бывает, родственники лезут в твою жизнь. Или, может быть, государство лезет в вашу жизнь. Вот давайте посмотрим, какие границы для вас важны прямо сейчас. То есть для такого человека может быть целая куча разных нарушений границ. Но чувствуете вы себя изнутри стабильно, да? Так, рыцарь жезлов, который, кстати, выпал у нас как послание высших сил в начале. Помните, значит, для вас это интересный знак. Обратить внимание на эту карту. Кто-то придет скоро в гости, да? Возможно, мужчина. Смотрите, что я здесь вижу. Вам важно, чтобы вы могли быть свободными в общении с любым полом. Вот вы понимаете, вот это первое. Значит, ваши границы нарушены в плане вашей половой принадлежности. Вам интересно быть в центре внимания противоположного пола. И, соответственно, в отношениях вы или не в отношениях, это не важно. Важно то, что вы ограничены, может быть, по работе, может быть, по дому, может быть, по браку, от общения с противоположным полом. И вот эта принадлежность к определенному полу вас немножко начинает тяготить в сексуальном плане. Соответственно, эта карта, она показывает, что вам нужны, приключения, может быть, какие-то, или внимание со стороны, хотя бы просто внимание, чтобы вас могли отметить как кого-то красивого, приятного, сексуального, привлекательного человека, понимаете? Знаете, бывает такое, что человек давно ни с кем просто не общался, даже со сверстниками противоположного пола. Не дает вам ваш это партнер делать, да? В итоге вы проявляете некоторую незрелость в сексуальном смысле. Бывает такое. И, соответственно, к чему это может привести? К сексуальным нарушениям, в первую очередь, да? Также это может привести к слишком вычурной внешности или в обратную сторону, к слишком невзрачной внешности.
То есть, когда человек запускает себя полностью, ест сколько хочет, не следит ни за кожей, ни за волосами, ни за ногтями, ни за лицом, неважно, мужчина вы или женщина. Ну, брак же у меня там или отношения, или вообще никого нет. Ну, так и буду вот жить. Не буду за собой следить, плевать мне на все. Потому что вы почему-то ограничены в контактах с противоположным полом. И, ну, некому вам, там, не знаю, если вы женщина, ручку поцеловать или там просто обнять по-дружески. Или поговорить с друзьями. Кто-то скажет комплимент, кроме вашего партнера, или там вообще никто, если рядом с вами тем более не живет. То есть внимания явно не хватает, а ваш партнер или партнерша не проявляют себя. И получается, что вы в замкнутом круге находитесь. Это тоже нарушение границ. То есть, когда человек ведет себя как собака на сене. И сам не ам, другим не дам, а у вас идет затык. То есть, вот в этом здесь смысл. И вы проявляете в итоге бешенство такое, да, в сексуальном плане. Можете сорваться, полететь куда-то там, да, что-то натворить. Ну, это у кого как вот реально. То есть это может обычно быть через несколько лет, не обязательно сразу. Но поверьте, это именно от нарушения границ. То есть вся проблема в нарушении границ. Вот не стоило их так нарушать. То есть ваш либо партнер, либо ваша семья, либо ваша работа, ну, рабочая ситуация, нарушили ваши границы до такой степени, что вы перестали общаться с людьми. А именно такими людьми, которые бы подняли вам сексуальную самооценку. Вот. Как вы можете установить границы? То есть, ну, вообще вернуть их хотя бы, да? Что нужно для этого сделать? Паш мечей. Нужно обучение. Вот образование, обучение. Я объясню, почему. Когда человек обучается, он находит себе друзей. Там, в колледже, в университете, на курсах. Даже если это онлайн-курсы по видео. Человек начинает с другими людьми тоже общаться. Вот никто ведь не говорит про какие-то измены, сходить налево, направо, там, я не знаю, завести случайные сексуальные связи. Вот это случайные сексуальные связи, они бывают как раз-таки от нехватки энергии сексуальной, когда человек заперт. И, соответственно, кто-то нарушил ваши границы, вы заперты внутри, и вы срываетесь. Если вы общаетесь нормально годами там, с людьми противоположного пола, да плевать вам на то, чтобы срываться куда-то. Нет у вас этого бешенства полового, понимаете? Ну нет, его не будет. То, что это происходит с мужчинами, что с женщинами. И поэтому здесь выпала карта Паш мечей. Нужно получать образование. То есть идти на курсы, знакомиться там с людьми, просто любыми людьми. И это могут быть любые курсы, даже по уходу за растениями, животными или по таро, например, или еще что-то. Вы там познакомитесь с людьми разного пола. Они будут вас как-то воспринимать, и вы уже поймете, как вы выглядите, что вам нужно исправить. И, естественно, насытитесь этим вниманием от начала и до конца. Вот и все. Хорошо. Обретаем новых друзей, да, знакомых. Как вы можете уважать других? То есть, чтобы не сделать такие же нарушения в сторону других людей, какие они сделали в вашу сторону случайно. 8 мечей. 8 мечей. Как вы можете уважать других людей? Интересная карта в этом плане. Вообще, 8 мечей, она всегда говорит о том, что не ждите, когда вас кто-то спасет, да? Вот вы будете уважать других людей, когда вы не будете насыщать их, как сказать, не насыщать, придавать им такое значение, что они должны что-то для вас взять и сделать. Или за вас взять и сделать. То есть, вот... Вы должны делать все в этой жизни сами, самостоятельно. И если вы будете самостоятельны и не ждать, когда кто-то за вас что-то сделает, вас спасет, отправит вас на какие-нибудь курсы, да, а сделаете это сами, то вы будете уважать других людей. Встань и удались, как говорится, да, и тогда тебя будут все любить. Покинь вовремя то место, где ты надоел там, или вы друг другу надоели, и ты увидишь, как ты спасаешь отношения. То есть любые, причем отношения с домашними, с детьми, с родителями или с любимым человеком. Иногда нужно все-таки ограждать себя друг от друга, чтобы не надоедать друг другу. И вы соскучитесь, и будет обновление.
И если вы одинокий человек, вы вполне можете найти свою вторую половинку, если будете общаться с другими людьми. И при этом не ждать, что вас кто-то спасет, что-то за вас сделает. Вы знаете, что многие люди одиноки именно потому, что они очень сильно пользуются другими. А сделай для меня вот это, мур-мур-мур. А сделай для меня еще вот это, мур-мур-мур. А что ты для меня сделала? Ой. То есть, понимаете, настолько эгоистичные, они даже не замечают этого. И, соответственно, они не могут выстраивать отношения совершенно. Вот от слова совсем. Они настолько потребляют других, что видят чью-то доброту и сразу начинают вцепляться в нее клещами, а человек сразу же убегает. Понимаете? Поэтому вам здесь нужно научиться уважать других людей, да, и вовремя сматываться из той ситуации, хотя бы на время, там, на 2-3 часа, 2 раза в неделю, чтобы обновить любые связи, любые отношения. Это очень здорово, я вам скажу. Как сохранить свои границы? Как их сохранить? Давайте посмотрим. 8 пентаклей. Работать в первую очередь. Понимаете, человек занят должен быть. Он сохранит свои границы любые, в том числе вот эти, о которых мы с вами говорили. Если будет занят, если будет работать, если будет учиться, если будет социально ориентирован, соответственно, всем его будет, как говорят, не хватать этого человека, да. И, соответственно, он будет любимым для многих людей, правильно? Правильно. Особенно для близких людей. А еще такой человек найдет целую кучу друзей, знакомых. И, соответственно, у него будет комфортное состояние. Вам нужно постоянно быть лучшей версией себя. Сравнивайте себя с собой прошлым или прошлой, и вы увидите большие результаты. Просто делайте себя лучше, чем вы были. Не надо сравнивать себя с друзьями, с подружками, с королевой Англии или еще с кем-нибудь. Просто сравнивайте себя с самим собой. Что изменилось с прошлого, да? Лучше вы стали или хуже? Вот в чем вопрос. В каких-то параметрах лучше, в каких-то хуже. Меняйте, делайте, ведь ваше тело, ваш образ мысли, внутренний мир, все в ваших руках. В ваших руках нет внешнего мира. Вы не можете распоряжаться, пойдет ли сегодня снег, но вы можете распоряжаться собой. Ну, вот такой ответ дали карты по 2 позиции в гадании онлайн на Таро. Давайте посмотрим знаки, которые здесь мы увидим, да? То есть я здесь вижу королеву с рыцарем. Королева, она более зрелая, чем рыцарь. И также я вижу пажа. Это вот такое чувство, что жена, молодой человек, мужчина и ребенок, допустим. И видите, 2 восьмерки, которые показывают, что вся проблема этой ситуации в ограничении в труде, работе или занятости, увлечении, хобби. И дальше еще, возможно, кто-то к вам придет скоро в гости, будет разговаривать, но этот разговор скорее даст много познаний, но не будет теплым. Вот такие знаки. Идем дальше по 3 позиции теперь смотрим. 3 позиция, ваши личные границы обсуждаем, да? Так, личные границы. Так, уберу наши камушки. И розовый кварц. Розовый кварц. Ой. Итак, первая карта. Как вы себя сегодня ощущаете? Вот внутри, да. 5 мечей. Эта карта показывает, что вы ощущаете враждебность. Вы знаете, конечно же, 5 мечей, карта такая немножко зленькая, да. Может быть, вы хотите кому-то мстить, может быть, вы сердитесь на кого-то. Или посчитали, что на вас кто-то вот как будто бы нападает, и вы хотите отквитаться. Карта, воинственная карта ссор, конфликтов, острого такого состояния человека. И очень напряженного внутри. А еще много сожалений в этой карте. Даже если вы кому-то наподдавали, вы явно об этом сожалеете. Даже если вы этого человека победили, вот взяли и победили, но все равно об этом сожалеете. Вам это неприятно просто даже. Потому что вы к этому человеку, возможно, хорошо относились. Либо вы на кого-то очень сильно сердитесь, хотите с этим человеком поквитаться, потому что вам кажется, что этот человек вас обижает. Вот такая вот у нас первая карта. Довольно-таки острая. Ваше внутреннее самочувствие не очень приятное, да, какое-то. И, соответственно, плохое, возможно,
настроение, да, вот вы чувствуете плохое настроение. Ну, ясно, значит, у вас все как-то не очень, и давайте посмотрим, а какие границы для вас важны прямо сейчас, то есть в чем, ну, конкретно-то проблема, да, что конкретно нарушено, что вы так себя чувствуете. То есть давайте узнаем это. Повешенный. Ну, что я могу здесь сказать, да? Кто-то все время заставлял вас жертвовать ради себя, чем бы то ни было. То есть вы вообще в постоянном состоянии жертвы находитесь на сегодняшний день. И, соответственно, вам очень некомфортно из-за этого. Может быть, вы против этой жертвы взбунтовались. Не просто люди нарушали ваши границы, а все нарушали ваши границы. То есть не один человек, а все люди нарушали ваши границы, и вы стали в подвешенном состоянии абсолютно неподвижным человеком, который не может изменить свою жизнь, постоянно делает что-то ради других или жертвует собой ради других, или бросил себя вообще на амбразуру, но ничего не может сделать ради себя, изменить свою жизнь, развиваться, зарабатывать. То есть вот настолько все как-то вот тяжело. Вы вот именно находитесь сейчас в состоянии, когда все нарушили ваши границы, абсолютно каждый человек из вашего окружения. Люди нарушают ваши границы постоянно, как вам кажется, они нападают на вас. То есть вы чувствуете себя именно человеком, на которого все нападают. Это состояние и внутренней агрессии, и жертвы, и очень такое тяжелое моральное состояние. Люди буквально, как вам кажется, ведут себя постоянно с вами совершенно неправильно. Вот совершенно неправильно. Они помыкают вами, они грубят вам, они в вашу сторону чуть ли не совершают преступления. Хорошо. То есть как в любви, так и в работе, так и в семье у вас как-то все вот так, да, что никто не может общаться с вами правильно и нормально. В них ли это дело или в вас? Вот в чем вопрос. Если все люди вокруг плохие, а ты один какой? Хороший или тоже плохой? Это не важно, да? Но ты в центре, а все вокруг плохие, что-то не так именно с тобой. И нам нужно с вами разобраться, а что не так именно с вами. Давайте посмотрим, как вы можете установить границы, свои границы. Что вам нужно для этого сделать вообще? Вышла карта «Сила». Ну, вам нужно быть храбрым человеком. Почему? Потому что вы, во-первых, не умеете говорить «нет». Как ни крути, у вас не получается. Вы не умеете воспитывать окружающих, то есть вам их не орать, не бить надо, а уметь говорить «нет». Отказывать им в каких-то вопросах. Понимаете, такой человек может быть очень нервный. Он действительно может все время мстить, орать, выходить из себя, но не уметь говорить «нет» при этом все равно. Это большая проблема, очень большая. Дети на вас ездят, вы тут же их надрали, тут же они все равно на вас ездят, понимаете? То же самое с начальником. Вы пошли, разругались с сотрудниками, разругались с начальником, разругались с продавщицей в магазине, которая неправильно сдала сдачу или продала просроченный товар. Но вы ни разу не сказали «нет». Вот ни разу не сказали «нет». Просто «нет» спокойно. Вы даже не понимаете, как сказать «нет». То есть вам нужно научиться этому. Если кто-то что-то делает, что вам не нравится, это одно. Но если кто-то вам что-то предлагает, что вам не нравится, предлагает сделать, это другое. И вам нужно научиться сказать «нет» на то, что вам не нравится, что вас заставили сделать или попросили сделать, или надавили на вас, чтобы вы сделали. То есть просто научитесь говорить «нет», и у вас вся жизнь совершенно изменится. Хорошо. Как вы можете начать уважать других, а вы их совершенно сейчас не уважаете из-за того, что происходит? Как вы можете начать уважать других? Десятка мечей. Вам нужно что-то закончить, раз и навсегда порвать с прошлым. Скорее всего, есть какой-то один человек, на которого это все завязано. То есть бывает такое, что ты слишком привязан к какой-то личности, которая является абсолютно токсичной, совершенно истощает тебя, изматывает. В итоге все твои границы нарушены. В итоге все люди, которые тебя окружают, нарушили твои границы просто потому, что есть кто-то один. И этот кто-то один, он не то что виноват, он совершенно не виноват, понимаете? Совершенно не виноват.
Просто у вас такие сложились с ним отношения, с этим одним человеком, очень сложные и кармические. Но если вы проявите волю, скажете один раз нет этим некомфортным отношениям, то, скорее всего, успокоитесь в будущем, сделаете свои выводы и пойдете уже дальше со своими нормальными границами. У вас все будет хорошо. Вот просто научитесь сначала устранять из своей жизни токсичные отношения, и вы начнете уважать всех остальных людей. Кто-то довел вас до этого неуважения ко всем. Понимаете? Кто-то один, скорее всего. И если вы уйдете из этой взаимосвязи, то постепенно восстановятся ваши отношения хорошие к другим людям. Вот. Также нужно уметь выводы сделать из своих прошлых ошибок и больше их никогда не совершать. Вы же знаете, какие ошибки вы совершили? Вам нужно их выписать и сказать себе: я больше не повторю этого. Вот никогда не повторю. Тогда по кругу выходить перестанете, ошибки усвоены, уроки усвоены, да? И все, и вы идете на следующий уровень. То есть все просто. Как сохранить свои границы, когда вы их установите? Давайте посмотрим. Вышла карта Иерофант. Иерофант говорит о том, что вам нужна вера. Вера в какие-то определенные законы. Это могут быть законы Божьи, законы религии, да, определенные законы, там, не знаю, государства, общества. То есть вот буквально иметь свод правил, которым вы следуете и придерживаетесь, и никогда их не нарушаете. Не нарушаете, и все тут. Ну, вот представьте, что у вас дома есть правило, что все на завтрак едят брокколи с омлетом, а вечером обязательно нужно съесть там еще что-то такое, да, что очень важно там для всех, для детей. Суп днем надо съесть там, да, вечером там салат с чем-нибудь. То есть у вас есть определенные правила, вы живете по этому графику и никогда от него не отклоняетесь ни за что. Понимаете, вот о чем я? Там, не знаю, допустим, у вас есть определенный день в году, который посвящен вашей семье. Вы никогда не отклоняетесь от этого правила. У вас есть нормы морали и нравственности, от которых вы никогда не отклоняетесь. У вас есть ритуалы, от которых вы никогда не отклоняетесь. Вот я, допустим, каждый день читаю 108 раз Гаятри мантру, никогда от этого не отклоняюсь. У меня есть правила. Допустим, есть люди, у которых есть правила, что они не знакомятся с людьми в общественных местах. Все, точка. Есть люди, у которых есть правила, что они никогда не будут пить, курить и употреблять любые сильнодействующие вещества. Вот понимаете, вот просто установите себе свод правил и все их выполняйте. И также Иерофант показывает, что вам нужен все-таки какой-то духовный наставник, учитель, но не фанатично к нему относиться, а нормально. То есть кто-то, кто действительно морально старше вас, и не обязательно по возрасту, а именно морально, и кто вас может чему-то в жизни научить, наставить на путь истины. Поэтому для многих Иерофант — это священник, да. То есть они ходят к священнику, с ним общаются, разговаривают, дружат, и, соответственно, потихоньку вылазят из своей тьмы. Вот, поэтому все советы я вам дала. Давайте знаки посмотрим. Карты здесь говорят, что скоро борьба в вашей жизни закончится, и подвешенное состояние тоже. Вы наберете силы, действительно найдете духовного наставника, и жизнь ваша изменится к лучшему. Карты дали именно такие знаки, что вы, правда, закончите какие-то очень токсичные отношения. И я верю, что у вас будет скоро успех в этом плане, и вы установите свои личные границы. Ну, вот такой ответ дали карты сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.